зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Өзіміздің студиясына залына қош келдіңіздер. Балалар, бүгін ерекше кездесу. Бүгін біздің тақырыбымыз батыр болу. Жүректен емес, жүректен. Добрый день! Мы рады приветствовать вас в светлом, уютном зале студенческого пространства Students Hub. Сегодня у нас появилась блестящая возможность поближе познакомиться друг с другом. У нас в гостях Пасхудинов Дус Хаматович, ветеран колледжа, участник войны в Афганистане. Сембина Майра Турсунхановна, заместитель директора по УМР колледжа. Шералиев Жасулан Ерниязович. Люгенов Жансерик Камзаевич. Загребов Геннадий Васильевич. Мусаева Жанбота Худайбергенқызы. Смоголова Мария Шагмановна. Шапанова Александра Степановна. С самого раннего возраста подрастающему поколению прививают любовь к традициям, истории, культурным ценностям. Граждане Казахстана не должны оставаться равнодушными к проблемам своей страны. Молодежь должна быть всегда готова встать на защиту интересов своей родины. Этот вопрос особо актуален для нас на современном этапе. И сегодня на занятии военной и технологической подготовки мы поговорим на тему «Героями не рождаются, героями становятся». Этому посвящен урок мужества. Приветственное слово Сембиной Майре Турсунхановне, заместитель директора по УМР колледжа. Рада приветствовать вас, ребята. Колледжу практически все 30 лет существования этого колледжа у нас Ильдус Хаматович в организации работал. Поэтому будет очень интересно, он поделится с вами. И в душе каждого из вас будет большое чувство патриотизма и гордости за нашу страну. Неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Все то, что мы в окопах защищали или возвращали, кинувшись в порыв, берете и защищать вам обучение. Единственное жизни положив. Блиц-опрос на платформе ЕГОВ Mobile провели соцопрос, с помощью которого аналитики попытались узнать, какие имена наиболее известных героев Великой Отечественной войны из Казахстана более известны у нас в стране. Как вы думаете, какие казахстанцы назвали имена? Алия Мудагулова, легендарная девушка-снайпер. На ее счету 78 уничтоженных солдат противника и офицеров. Смертно награждена званием Героя Советского Союза. Бауыржан Момышұлы, родный батыр, проявивший себя в 1941–1942 году. В битве за Москву он личным примером поднимал бойцов в атаку и умело организовал оборону на Балканском шоссе. Мансур Маметова, пулеметчица, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза. Рахмужан Кожукарбаев, герой, один из первых людей, установивших знамя Советского Союза над Рейхстагом в Берлине. Касым Кресенов, легендарный партизан, участник народного движения на территориях Молдавии, Румынии и Чехословакии. Талгат Бегельдинов, летчик-штурмовик, дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Имел воинские звания СССР и генерал-майора в Казахстане. В Казахстане на фронт было мобилизировано около 25% населения. Известно, что на фронт ушло около 70% мужского населения республики в возрасте от 18 до 50 лет.
Причем многие казахстанцы попадали в самое пекло войны, в битву под Москвой, под Сталинград и на Курскую дугу. Многие наши земляки участвовали в освобождении Европы и взятии Берлина. Казахстанцы храбро сражались на полях сражений. Более 500 из них стали героями Советского Союза. Две девушки из Казахстана, Алия Молдагулова и Маншух Маметова, стали героями этой великой войны посмертно. Казахстан за 1418 дней войны стал настоящим арсеналом фронта. За 41-45 годы в республике было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и других производств. В Казахстане выплавлялось 35 общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 60% висмута. Шахтеры Караганды за годы войны добыли 35 миллионов тонн угля. В эти же годы в республике на 39% выросла добыча нефти. Ребята, познакомьтесь с инфографикой. Казахстанцы отметили, что у 75% респондентов родственники были участниками Великой Отечественной войны. Лучше всего с военной историей своей семьи знакомы старшее поколение. А сейчас на сцену приглашается группа ИИС-24-23Б. Хотела ты нашей смерти, Рудь. Это песня о солнечном свете. Это песня о солнце в Грузии. Это песня о юной планете, у которой все впереди. Именем солнца, именем Родины клятву даем. Именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. То, что отцы не построили, мы построим. Устремленные к солнцу побеги, вам до синих высот вырастать. Мы, рожденные песней победы, начинаем жить и мечтать. Именем солнца, именем Родины клятву даем. Именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. Помните через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, горло сдержите стоны. Горькие стоны, памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Что помним уроки Великой Отечественной войны? Понимаем необходимость мира на нашей планете и делаем все, чтобы никогда не повторились трагические события, унесшие миллионы человеческих жизней. Наши ветераны отстояли для нас право быть гражданами свободной страны. Мы преклоняемся перед их подвигом, высоко ценим вклад каждого из них в патриотическое воспитание молодежи нашей страны. Мы учимся на боевых и трудовых подвигах старшего поколения. Низкий поклон нашим прадедам, дорогим ветеранам. Ребята, а какие качества вы можете перенять у старшего поколения? По моему мнению, у старшего поколения младшее может перенять преемственность труда и уважение к старшим, так как они росли в трудные времена, во времена репрессий и голода. И их пример может научить нас многому. Чествуйте ветеранов Великой Отечественной войны. Отец прошел Великую Отечественную войну с 41 по 44, закончил войну в 44 году в городе Будапеште, трижды раненый и дважды контуженный. Последнее ранение очень тяжелое было, и вот он закончил в городе Будапеште. Самый первый я начал служить в городе Ташкенте. С Ташкента на ущепку попал в город Санкт-Петербург, нынче, раньше Ленинград был. Оттуда город Львов, Львова, город Пресс, 12-13 заставе в Афганистан в 1982 году, город Кундуз, с Кундуза через Палихумри, когда охраняли колонну и сопровождение колонны, нас попали обстрел Палихумри. После него там меня немножко контузило, и меня направили обратно в город Кабул. И вот в Кабуле я уже на военной части. В военной части уже я до конца 1,5 года там служил. Полгода служил. Какая дата объединяет и вас, и отца? Отца хранится, как младший сын, отца уже давно нету, хранится военный билет. И получилось вот, я в Афганистан попал в 1982 году 2 августа. И в 1941 году в городе Иркутска, отец мой попал в 1941 году, 2 августа попал в войну. Вот две даты связали
сказали, две судьбы связаны одной датой, да? Да, вот это Мы ежегодно чествуем памятную дату советских войск Афганистана. И, конечно же, помним все ваши впечатления, что нас заставляет равнодушными, что когда вы попали в Ленинград, Учебка, казалось, вы ходили, значит, познакомиться с городом, вдруг вас отправляют, вас сажают в самолет, и вы в 4 часа утра высаживаетесь в самолет. Выясняется, что там взрывы, опасность, где-то вдалеке, в тумане, значит, дворец Амина, да, разрушен. Представляете, казалось бы, мирная жизнь. 22 августа 1982 году попал в Афганистан и 6 августа 1984 году запас прилетел в Алмату, мы самолеты вышли, все, у нас было 31 воин Афганистана, вышли. Я хотела бы сегодня обратить внимание на то, что сегодня такое событие в вашей семье, сегодня ваше день рождения. Да. И вы оставили все свои заботы, оставили семью, друзей и решили все-таки встретиться с нашими студентами. Большое спасибо, благодарю. Большое, значит, привет вам передаю вашей супруге, Галие, вашим детям, внукам. И нам бы хотелось от нашего маленького коллектива передать вам подарок. Поздравляю! Вот, значит, чествуете каждый год, значит, то, что вот вы первокурсники или там второй, третий, каждый год я вот знаю, что Полина Шажманова, значит, Мусаматович, вот наши студенты там готовили небольшое мероприятие. Будете, я вам обязательно, почему не будет? Потому что, значит, когда чествуют ветераны, это вы от нас опыт берете, как говорится, значит, вы уже готовы будете в нашем великом Казахстане, что-то, значит, где-то вы должны патриотам своей родины, должны любить, кажется, и готовиться, всегда быть готовыми. Сняли это маленькое видео, опубликовали его в Ютубе, и сейчас 555 просмотров. Ребята, как вы считаете, мероприятие актуально на сегодняшний момент, военно-патриотическое воспитание? Есть? Ну, ответьте, пожалуйста, пожалуйста. Я считаю, что мероприятия, всегда подобные мероприятия должны быть актуальны, потому что мы не должны забывать за то, как сражались за наше мирное будущее, за то, чтобы мы спокойно жили, учились, развивались. Нас 20 миллионов от неизвестных и до знаменитых, сразить которых годами поймут. Нас 20 миллионов забытых, убитых, не вернувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы женам снимся молодыми, и мальчиками снимся матерям. А в День Победы сходим с пьедесталов, и в окна свет покуда не погас. Мы все от рядовых до генералов находимся незримо среди вас. Есть у войны печальный день начальник, а в этот день в радости пьяны. Бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. И всякий раз у вечного огня вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье голову заклоня. И пусть не покидает ваш забота знать волю, не вернувшись с войны. И мертвые солдаты, когда живых тревогой призовет, будь отвратима адово дадим. И перед награждением кого-то, и перед осуждением. Как на медалях, после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Беречь и защищать вам завещали, единственной жизни положив. Как на медалях, после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Станем день и журавлиной стаей. Я поплыву в такой
который вместе с вами будет все эти